Привет! Привет, друзья! Привет, Анжела! Привет! Ты знаешь, куда мы сегодня поедем? Нет, не представляю. У меня есть для тебя маленькая подсказка. Так, Что это? воткинский лимонад. Воткинский лимонад. А это значит, что мы с тобой отправляемся в город, где производится этот легендарный лимонад. А начнем мы наше знакомство с музея усадьбы Петра Ильича Чайковского. Ведь именно она является визитной карточкой этого города. Поехали? Мы в Воткинске доехали очень быстро, машина супер динамичная, самое главное, комфортная и экономичная. Мы прибыли в музей-усадьбу Петра Ильича Чайковского. Здесь всего 16 построек, а мы сейчас с вами посмотрим дом, в котором родился и жил 8,5 лет великий композитор. Пойдемте прикоснемся к истории. В этой комнате у нас находится единственная фотография, на которой Петр изображен ребенком. Она, конечно, увеличена уже в несколько раз, но именно здесь мы можем познакомиться со всеми членами семьи. Давайте для начала определим, где же здесь Петр. Как вы думаете? Наверное, вот по центру, который... Да. Да? Да. На самом деле нет. Вот он, Петр в клетчатой рубахе. Очень похож на своего отца. Давайте же знакомиться. Отец семейства, начальник Камско-Воткинского горного округа Илья Петрович Чайковский, его супруга Александра Андреевна. В основном в этой комнате проходили детские игры, свободные минуты. Как вы видите, здесь устроена детская, в которой можно было поиграть в игрушки. И, возможно, воспоминания Петра, связанные с этим домом, с этой комнатой, легли в основу его детского альбома, в который входит 24 пьесы. Наверняка вы слышали «Марш деревянных солдатиков», «Игра в лошадки», «Болезнь куклы», «Новая кукла». Кстати, подобную куклу могли подарить и младшей сестренке Петра, Александре. Но дело в том, что представленная перед нами кукла очень дорогая. Она немецкая, фарфоровая, ножки, ручки у нее сгибаются, а волосы настоящие. Конечно, девочке нужно было заслужить такой подарок. И если уж подарили, то и к ней бережно относились. Одевали в такую же одежду, как и маленькую хозяйку. Ну а Петр в этой комнате любил свободное время проводить у большого полуциркульного окна, из которого открывается прекрасный вид на Воткинск, на Воткинский пруд. И, как вы наверняка знаете, в последнее время стали к нам на пруд прилетать вновь лебеди. И, возможно, воспоминания Петра, связанные с картиной, которую он видел из этого окна, легли в основу первого волшебного балета «Лебединое озеро». Спасибо. Тут очень интересно. Петрович, отец великого композитора, решал важные вопросы, принимал важных посетителей, и одним из таких был будущий император, цесаревич Александр. В Воткинск он прибывает в 1837 году, 22 мая, для того, чтобы познакомиться с новым начальником Ильей Петровичем Чайковским. Для того, чтобы молодой человек не скучал во время лекций, Илья Петрович предлагает ему поиграться на некоторых механизмах на заводе.
что, конечно, молодому человеку больше всего и нравится, и он дает свое разрешение на все, что предлагал ему Илья Петрович, на все новшества, которые он хотел ввести на заводе. Многие из нас знают Илью Петровича только как отца великого композитора, но не все знают, что он был знаменит в научно-технических кругах своего времени, и за свои заслуги Воткинский был удостоен 2 наград: ордена Святого Станислава 2 степени и ордена Святой Анны 2 степени. Здесь же у нас представлены книги из библиотеки Камско-Воткинского завода, которая находилась в соседнем здании. И обратите внимание, что эти книги в основном на иностранных языках: французский, немецкий, итальянский. Представляете, сколько языков необходимо было знать для того, чтобы познакомиться с опытом работы заграничных коллег. Рояль фирмы Вирт подарила Александра Андреевна маленькому Петру, когда ему исполнилось 12 лет. В то время семья проживала в Санкт-Петербурге. И именно этих клавиш касались маленькие пальчики Петра, именно на нем он учился играть. Но когда в последний раз мы делали реставрацию этого инструмента, вот под этой декой была найдена надпись, сделанная детской ручкой. На ней грифелем начертано «Петр Дурачина». Видимо, кто-то из младших братьев недолюбливал, что все свое свободное время Петр проводит за роялем. Но в этом доме очень часто Пете запрещали играть на рояле, так как музыка очень сильно действовала на него. Он слышал ее буквально во всем: в шуме дождя, в звоне посуды. И однажды во время бала, когда в этой комнате все веселились и танцевали, он вдруг сделался очень грустным и отправился на 2-й этаж. Следом за ним поднялась гувернантка и застала его в горестных слезах. Он все время плакал и повторял: «О, это музыка, музыка, избавьте меня от нее!» Но в доме музыки уже не было, стояла тишина, а он все так же повторял: «О, это музыка, она у меня здесь, она не дает мне покоя». Вот как влияла музыка на маленького мальчика, и поэтому очень часто в доме ему запрещали играть на рояле, закрывали его на ключ. И тогда он начинал настукивать музыку на всем, что попадалось под руку. Как-то раз он пришел в стеклянную галерею и начинает настукивать музыку прямо по стеклу. И так сильно этим увлекся, что не заметил, как разбил стекло и поранил ручку. Вот только тогда родители задумались и решили пригласить в этот дом учительницу музыки для Петра. Звали ее Марья Марковна Пальчикова. Мне очень понравился экскурсовод, который нам проводила экскурсию. Она максимально передала всю атмосферу, и мне захотелось привести сюда своих близких, своих родных, для того, чтобы они тоже прикоснулись к истории Петра Ильича. Сзади меня находится музыкальная шкатулка, мы только что опустили туда 10 рублей, и здесь можно выбрать композитора в левой части, а здесь можно выбрать композицию, которую нам хочется послушать. Я выбрал марш Щелкунчика. Давайте посмотрим, как это работает. Стоимость экскурсии посещения музея-усадьбы от 280 рублей. Ее продолжительность 1,5 часа. После 1,5-часовой экскурсии мы с Анжелой уже проголодались, и как здорово, что здесь есть свой чайный дом. Здесь можно попробовать блины со сметаной или со сгущенкой, а с чаем вместе это обойдется 120 рублей. Сейчас мы этим и займемся. Каждый раз, когда я приезжаю в какую-то новую интересную локацию для себя, я стараюсь увезти оттуда интересный сувенир. Здесь я подобрал символы города Воткинска. Это якорь. Он изображен у них на гербе. И это кованые изделия. Изделия, которые точно украсят ваш дом. Я взяла для себя пряник с изображением музея усадьбы Чайковского. Я думаю, этот сувенир как раз сделали для меня. Каждый нашел себе то, что он любит. А это еще и спорт. Сегодня мы решили заехать на матч любительской хоккейной лиги. И давайте посмотрим, как это все здесь проходит.
что, мы сходили на хоккейный матч, посмотрели. Я была на хоккейном матче впервые в жизни. Зарядились эмоциями и энергией. И сейчас на этой классной ноте мы отправляемся в Пирожковую, чтобы немножко подкрепиться. Ты с нами идешь? Притяжение Воткинска являются воткинские термы. Сюда тысячи туристов приезжают, чтобы отдохнуть в сауне и поплавать в открытом бассейне. И мы не исключение. Пойдемте посмотрим. Ну все, я переоделся и готов показать вам, что же есть в воткинских термах. Что-то на улице здесь прохладно и снежно. Пойдемте погреемся в сауну. Здесь в воткинских термах огромное количество разных саун, баня, комната впечатлений и бассейн с морской водой. Погнали со мной. Так, кроме бань и саун в воткинских термах есть еще и фиш-спа. Это тайские рыбки, которые делают тайский фиш-пилинг. Это очень щекотно. Я когда-то был в Таиланде, и мне очень понравились тайские фиш-рыбки. Очень здорово, что это есть и у нас в Удмуртии. Ну что ж, бассейн с морской водой мы посетили. Здесь очень тепло и максимально комфортно. Мне нравится. Пойдем посмотрим на соляную сауну. Вообще здесь достаточно много проводят времени, и если ты вдруг проголодался, здесь работает бар-кафе, где можно заказать как напитки, так и еду. Вот в этих термах есть свой спа-салон, где можно заказать себе массаж. Я это уже сделал, поэтому увидимся позже. Ну что ж, мой массаж закончен, и мы отправляемся абсолютно отдохнувшими дальше. Я отлично отдохнул. Пойдемте поищем, где у нас ходит Анжела. Я пришла пообедать в одной из кулинарий города, купила себе пирожки, шанечку, десертик и зеленый чай. Все это у меня вышло на 76 рублей. Мы приехали в Березовский лес, где-то здесь ходит Анжела. Пойдемте ее найдем. Я принес тебе лимонад. Класс, Держи. Как твоя прогулка? Мне очень понравилось. Тут очень классный лес. Я в предвкушении, так что пойдем посмотреть его вместе. Погнали. Как прошел твой день в воткинских термах? Слушай, у меня просто отлично. Я посетил все сауны, которые там есть. Я сходил в бассейн. Я сходил на спа, фиш, пилинг рыбки. Это то, что плавает в Таиланде. И сходил на массаж. В общем, у меня был такой прямо классный день релакса. А как у тебя? Пока ты релаксировал, я гуляла по городу, посмотрела центральную часть города и зашла в Пирожковую. Добралась до Березовского парка, где как раз таки мы сейчас находимся, и я предлагаю тебе посмотреть, что здесь есть интересного. Давай, а потом мы с тобой отправимся, здесь рядышком есть остров, и будем встречать там закат. Пойдем?
прогулялись по этому парку. Здесь очень много разных арт-объектов, мест для фотографий, мест для активностей, очень хорошие горки и лыжная трасса. Тут есть, да, специальная лыжная трасса, и для тех, кто занимается скандинавской ходьбой, есть специальная экотропа. По лесу мы погуляли, сейчас мы отправляемся в лаунж-террасу Island. Там мы завершим свое путешествие. Пошли. Друзья, таким было наше путешествие по Воткинску. Мы здесь провели целый день, показали вам различные сценарии выходного дня, что можно сделать в этом городе. Подписывайтесь на Супер Удмуртию и путешествуйте вместе с нами.